двигаемся к финалу неуклонно. И сегодня с Астером Пьяццолой в финале нашего концерта нужно будет сразиться нашей Оксане Лахтаевой. Так что посмотрим, кто еще кого возьмет вверх. Ну а пока, да, мы в предвкушении все находимся. А пока надо сделать небольшую лирическую передышку. И эту передышку нам дает ее профессор Александр Миргородский. Потому что Оксана Герасимовна училась в Казанской консерватории у Александра Миргородского. И, собственно, он учил ее композиции, инструментовке и полифонии, без которой не обходится сегодня ни один уважающий себя профессиональный композитор. Поэтому мы сейчас послушаем с вами в качестве такого лирического отступления пьесу из полифонической тетради, которая называется «Ария». Ну а я с удовольствием приглашаю еще одного участника сегодняшнего концерта, нашу звезду Марину Долину. Встречайте!
наш в районе Шилинских озер, возле Белё, я видела потрясающую картину, которая навсегда останется в моей памяти. Ночью на холме лежало два светила. С одной стороны огромный диск солнца, а с другой рядом совсем, буквально как будто в 2 шагах, такой же огромный диск луны. Ночь, степь оживляет всех духов и все мифы нашей земли. И кажется, что как будто вот-вот из-за холма, в этом лунном свете, этих призрачных светил, выскочит древняя конница Чингисхана и промчится мимо, еще долго оставляя гул земли. Вот как ей это удается, нашему композитору Оксане Лахтаевой, использовать современную музыку, какие-то удивительные экзотические сочетания, чтобы передать вот этот древний дух, всю поэзию, красоту, тайну нашей древней земли. Кстати, каждое ее сочинение на сцене превращается в настоящую сенсацию. Это было и тогда, когда мы впервые услышали 3 ее благословения, и нас поразила инструментовка симфонического оркестра, потому что это наш настоящий хакасский авангард на стихи Катаева. Катанова. Затем благословение реквием на стихи гениального Валерия Майнашева. А последний раз, когда наш замечательный хор «Лира» выступал на Всемирных хоровых играх в Сочи, ее хоровое произведение «Слово шамана» было удостоено специальной премии международного жюри. Ну а сегодня мы предлагаем вашему вниманию ее новое сочинение «Квартет» для флейты, баяниста, виолончели и фортепиано. Это, в общем, очень странное, необычное сочетание инструментов, но вы сейчас сами убедитесь, насколько точно они передают колорит нашей национальной культуры. Ну что ж, давайте будем держать руки, скрестив пальцы, будем болеть, потому что сейчас на ваших глазах будет происходить чудо, будет рождаться новая музыка. Встречайте наших солистов.
чтобы он написал нам первую национальную хакасскую симфонию с симфоническим оркестром. Прошу поддержать мою идею. Все порядку.